телевидения Телереспублики Башкортостан учредил на этом конкурсе 4 основные премии. Третья премия в размере 6 тысяч, вторая премия в размере 8 тысяч, первая премия в размере 10 тысяч. Кроме того, конкурс предусматривает гран-при, и обладатель его получит путевку в санаторий «Плес» на Волге. У кладбища Анабиид была своя история. Предание начиналось с того, что жуань-жуаны, захватившие саразеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. Они уничтожали память раба страшной пыткой, надеванием на голову жертвы шире. Сначала им начисто обревали голову, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убойщики жуань-жуаны забивали поблизости матерого верблюда. Поделив выю на куски, ее тут же, в парном виде, напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями, наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шире. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта, раба, не помнящего своего прошлого. После надевания шире каждого обреченного заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В таком виде их отвозили подальше от людных мест и бросали там в открытом поле со связанными руками и ногами на солнцепеке без воды и без пищи. Уже на вторые сутки начинали прорастать обритые волосы мучеников. Жесткие и прямые азиатские волосы иной раз врастали в сыромятную кожу. В большинстве же случаев, не находя выхода, волосы загибались и снова уходили концами в кожу головы, причиняя еще большее страдание. Последние испытания сопровождались полным помутнением рассудка. Это и был раб Манкурт, насильно лишенный памяти, а потому весьма ценный, стоивший 10 здоровенных невольников. Манкурт не знал, кто он, откуда родом племенем, не ведал своего прошлого, не помнил детства, отца и матери. Одним словом, Манкурт не осознавал себя человеческим существом. Ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он, как собака, признавал только своих хозяев. Только Манкурт мог выдерживать в одиночестве бесконечную глушь и безлюдье саразеков, находясь при отгонном верблюжьем стаде. История эта относилась к тем временам, когда вытесненные из южных пределов кочевой Азии жуань-жуаны хлынули на север и, надолго завладев саразеками, вели непрерывные войны с целью расширения владений и захвата рабов. Местные же племена не примирились с такой утратой и считали своим правом и долгом рано или поздно изгнать захватчиков. Но и в этих изнурительных войнах были моменты затишья. В одной из таких затиший купцы, пришедшие с караваном товаров на иманские земли, рассказывали, сидя за чаем, как минули они саразекские степи без особых помех у колодца со стороны жуань-жуанов, и упомянули о том, что встретили в саразеках одного молодого пастуха при большом верблюжьем стаде. Купцы стали с ним разговор вести, а он оказался манкуртом. О чем не спросишь, молчит, ответит только «да», «нет», и все время за шапку держится, плотно надетую на голову. Оказывается, бывают такие манкурты, у которых верблюжья кожа местами навсегда прирастает к голове. Для такого манкурта хуже любой казни, если припугнуть. Давай, мол, отпарим голову. Будет биться, как дикая лошадь, но голове не даст притронуться. Такие шапку не снимают ни днем, ни ночью, в шапке спят. При том разговоре присутствовала в юрте женщина, разливавшая чай купцам. То была Найман-ана. Найман-ана виду не подала при заезжих гостях. Никто не заметил, как странно ее вдруг поразила эта весть, как изменилась она в лице. Ей хотелось поподробнее расспросить купцов о молодом манкурте, но именно этого она испугалась. Узнать больше, чем было сказано. Вскоре караван торговцев ушел своей дорогой, и в ту бессонную ночь Найман-ана поняла, что не будет ей покоя, пока не разыщет в саразеках того молодого манкурта и не убедится, что то не ее сын. Ее сын был убит в одном из сражений с жуань-жуанами в саразекской стороне.
Убитых не полагалось оставлять на поле боя. Сородичи обязаны были привести его тело, но сделать это оказалось невозможно. Многие в той большой схватке видели, когда сошлись с врагом вплотную, как он упал, сын ее, на гриву коня, и конь, горячий и напуганный шумом битвы, понес его прочь. И тогда свалился он с седла, но нога застряла в стремени, и он повис замертво сбоку коня, а лошадь, как назло, пустилась бежать во вражескую сторону. Несколько дней подряд выезжали Найманы на поиски тела, но ни самого погибшего, ни его лошади, никаких иных следов обнаружить не смогли. В том, что он погиб, ни у кого не оставалось сомнений. И потянулись для Найман-Аны пустые дни на опустевшей земле. Она понимала, на войне люди гибнут, но мысли о том, что тело сына так и не предано земле, не давали ей мира и покоя. Больше всего смущало, что бесследно пропал конь сына. Как всякая табунная лошадь, рано или поздно конь должен был вернуться к родным местам и притащить за собой труп всадника на стремени. Но тело сына так и не нашли. А лошадь не вернулась. И когда заезжие купцы обмолвили за чаепитием о молодом Манкурте, не подозревали они, что тем самым бросили искорку в изболевшую душу Найман-Аны. Еще с вечера она снарядилась в путь, запаслась едой и водой. Наутро Найман-Ана вышла из юрты уже готовая в путь. Голову повязала белым платком. Так она решила в своих ночных раздумьях. Уж в школе надеется увидеть сына в живых, то к чему траур? Никто в ауле не знал о выезде Найман-Аны. Она выехала пораньше, чтобы никто не докучал расспросами. Когда мать выезжала из аула, томимая тоской и сомнениями, об одном только мечтала. Лишь бы увидеть сына в живых. Пусть будет он Манкурт, кто угодно, пусть ничего не помнит и не соображает, но пусть будет то ее сын. Живой, просто живой. Разве этого мало? Но, углубляясь в саразеки, приближаясь к месту, где мог оказаться тот пастух, все больше боялась увидеть в сыне умственно изувеченное существо. И тогда молила она Бога, чтобы то был не он, не ее сын, а другой несчастный. И готова была беспрекословно смириться с тем, что сына нет и не может быть в живых. В этом противоборстве чувств, перевалив через пологую гряду, она вдруг увидела многочисленные стада верблюдов, вольно выпасавшихся по широкому долу. Пастух стоял с длинным посохом, держа на поводу позади себя верхового верблюда, и спокойно смотрел из-под нахлобученной шапки на ее приближение. И когда приблизилась, когда узнала сына, не помнила Найман-Ана, как скатилась со спины верблюдицы. «Сын мой, родной, а я ищу тебя кругом!» Она бросилась к нему через чащобу, разделявшую их. «Я твоя мать!» И сразу все поняла. И зарыдала, топча землю ногами, горько и страшно. И, плача, всматривалась сквозь слезы, сквозь налипшие пряди седых, мокрых волос, сквозь трясущиеся пальцы, которыми размазывала дорожную грязь по лицу в знакомые черты сына. И все пыталась поймать его взгляд, все еще ожидая, надеясь, что он узнает ее. Но ведь это же так просто, узнать собственную мать. Но ее появление не произвело на него никакого действия. Он даже не спросил, кто она и почему плачет. В какой-то момент пастух снял с плеча ее руку и пошел на другой край стада. Найман-Ана осталась на месте. Присела на корточки, всхлипывая, зажимая лицо руками, и так сидела, не поднимая головы. Потом собралась силами, пошла к сыну, стараясь сохранить спокойствие. «Садись, поговорим», — с тяжелым вздохом сказала Найман-Ана, и они сели на землю. «Ты узнаешь меня?» Манкурт отрицательно покачал головой. «А как тебя зовут?» «Манкурт», — ответил он, — «это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое помнишь? Вспомни свое настоящее имя». Манкурт молчал. «А как звали твоего отца? А сам ты кто? Откуда родом? Где ты родился? Хоть знаешь?» Нет, он ничего не знал и не понимал. «Господи, что они сделали с тобой?» — прошептала она и снова стала всхлипывать, тщетно пытаясь унять себя. Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь. Но кто придумал? Кто смеет покушаться на память человека? О, Господи, если ты есть, как ты внушил такое людям? Разве мало зла на земле и без этого?
но ничто не трогало сына ее, Манкурта. И тогда решила Найман-Ана не расспросами, а внушением попытаться дать ему узнать, кто он есть. Твое имя – Желоман. Ты слышишь, ты Желоман. А отца твоего звали Даненбай. Разве ты не помнишь отца? Ну ведь он с детства учил тебя стрелять из лука. А я твоя мать, а ты мой сын. Ты из племени Найманов, понял? Ты Найман. Все, что она говорила ему, он выслушал с полным отсутствием интереса к ее словам. Да, я посмотрю, что они сделали с твоей головой, потянулась Найман-Ана. Манкурт резко отпрянул, схватился за шапку и больше не смотрел на мать. Она поняла, что упоминать о его голове никогда не следует. В это время вдали завиднелся человек, едущий на верблюде. «Кто это?» – спросила Найман-Ана. «Он везет мне еду», – ответил сын. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся не кстати Жуань-Жуан не увидел ее. Она осадила свою верблюдицу на землю и забралась в седло. «Ты ничего не говори, я скоро приеду», – сказала она. Сыну было все равно. Найман-Ана поняла, что совершила ошибку, удаляясь верхом через пасущееся стадо, но было уже поздно. Удалившись изрядно от выпаса, она заехала в глубокий овраг, спешилась, уложив Акмая на дно оврага. Через некоторое время, погоняя рысью верблюда, показался тот Жуань-Жуан. Он был вооружен пиками и стрелами. Порыскав взад-вперед, Жуань-Жуан вскоре удалился назад к стаду. Наутро Найман-Ана снова села верхом. Дальними кружными путями долго пробиралась она к стаду. И только убедившись, что никого нет, она снова попыталась пробудить сыну отнятую память. «Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое настоящее имя», умоляла и убеждала она. «Твой отец Даненбай, разве ты не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Желоман». И хотя все это не производило на сына Манкурта никакого впечатления, она продолжала рассказывать. Вдруг что-то мелькнет в его помершем сознании. И продолжала твердить свое: «Вспомни, как тебя зовут, твой отец Даненбай». Не заметила мать в напрасном тщании, сколько времени прошло. Только спохватилась, когда на краю стада опять появился Жуань-Жуан на верблюде. Не мешкая, Найман-Ана села верхом и пустилась прочь. Но с другого края наперерез показался еще один Жуань-Жуан на верблюде. Тогда Найман-Ана, разгоняя Акмая, пошла между ними. Быстроногая, белая Акмая вовремя вынесла ее вперед, а Жуань-Жуаны все больше отставали, трюхая на своих мохнатых верблюдах. Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные Жуань-Жуаны стали избивать Манкурта. А он только и отвечал. Она говорила, что она моя мать. Никакая она тебе не мать. У тебя нет матери. Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Да она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову, запугивали они несчастного Манкурта. При этих словах Манкурт побледнел. Серым-серым стало его черное лицо. Да ты не бойся. На-ка, держи. Старший Жуань-Жуан вложил ему в руки лук со стрелами. А ну, целься. Младший Жуань-Жуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу. Смотри, удивился владелец шляпы. В руке память осталась. Найман-Ана продвигалась объездами по скрытым местам и очень обрадовалась, когда увидела, что те двое Жуань-Жуанов уже покинули стадо. Теперь она во что бы то ни стало хотела увести сына с собой. Уже смеркалось. Вот она достигла стада. Пошла между пасущимися животными, но сына не видно было. «Желоман, сын мой, Желоман, где ты?» стала звать Найман-Ана. Но никто не откликнулся и не появился. «Желоман, где ты? Это я, твоя мать, где ты?» И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила она, что сын ее, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стрелой. «Желоман, сын мой!» звала Найман-Ана, боясь, что с ним что-то случилось. Повернулась в седле. «Не стреляй!» успела выкрикнуть она. Но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок под руку. То был смертельный удар. Найман-Ана наклонилась и стала медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: «Вспомни, чей ты, как твое имя? Твой отец Даненбай, Даненбай, Даненбай!» С тех пор, говорят, стала летать в сыроозеках по ночам птица Даненбай. Встретит путника, птица Даненбай летит поблизости с возгласом: «Вспомни, чей ты, чей ты, как твое имя? Твой отец Даненбай, Даненбай, Даненбай!» То место,
где была похоронена Найман-Ана, стало называться в Саразеках кладбищем Анабиит, материнским упокоем. Вот пришла на землю беда. Всю ее затопила вода, а над нею красным красно пламя до небес доросло. Трудно стало людям дышать, трудно стало птицам летать. Всюду крики пошли и стоны. Множество зверей и птиц, убежав из страны драконов, вместе потайном собрались. К Уралу они пришли с мольбой. Урал не дрогнул перед бедой, перед огненной пеленой. Живо на Акбузатов вскочил, меч алмазный тотчас схватил и дивом коварным в тот же миг войну смертельную объявил. Ой, Угашкан ты, Урал! Ял, Угашкан ты, Урал! Утқа отырға бирмәгән, аяқ яға барқылық һауда батып үлмәгән. Урал аяуһыҙ һуғышып дошмандарды ҡырған ти, шул тикле улар үлгән ти. Киң диңгеҙҙең өҫтөндә тау барлыҡҡа килгән ти. Воду Акбузат рассекал, следом путь земной возникал, и по тверди восставший взвод выбирался спасенный народ. Дни напролет воевал Урал, ночи без сна воевал Урал. Когда он битвой охвачен был, когда врагов косяками крошил, Азрака ему повстречался, и схлестнулись они вдвоем. Азрака сабып қараған, ут та бүркіп қараған. Уралға ол сапқанда көктер көкіріп тұрған тей. Уралға ут бұртқанда хаудар қайнап тұрған тей, ердер тітреп тұрған тей. Урал қаушап қалмаған, ұшынан да таймаған. Болат қаласын алғанда, әдірәкәні де сапқанда, турақлаған, ұмтаған, қаласа диңгеҙгә сумған, ер һелкенгәндәй булған. Так убил Азраку Урал. Огромное, страшное тело его на двоеводный простор рассекло. На месте том поднялась гора, чтоб могли туда люди взобраться, отдохнуть и силы набраться. А Урал поскакал вперед. Конь его резал пучину вод. Там, где скакал он верной опорой, поднимались высокие горы, которые никакая вода затопить не могла никогда. Каждый горам возникавшим был рад. На них взбирался и стар, и млад. Қайда бұнда уборная? Сақыр қайды қылдайын? Мен үҙем туғандар, эшләпә кейгән ҡатындарҙы бик үк яратмайым. Әгәр ҙә ул эшләпә филдикос ойоҡтар кейгән, ҡулына мопсик тотҡан алтын тешле аристократ кейгән. Бундай ҡатындар миңә бөтөнләй ҡатын түгел, ана таҡыр урын. Шулай ҙа үҙ ваҡытында мин
bir аристократка белән мавыгып алгайным. Йөренек, значит, хатта театрга да алып бардым тегене. Вәт, бына шул театрда ул үзенең идеологияһын бөтә күләмдә асып халдыла инде. Мин уны йорт эргәһендә осраттым. Йыелышта. Карайым. Тора инде шунда берәү. Оек кигән. Авызында алтын теш. Мин әйтәм, гражданочка, һез нисәнче номердан кайда яшәйһегез дигән булам. Мин 7-нчедән. Ярарлай булгас, яшәгез дим. Һәм шунда ул миңа нисектер үтәлә охшап китте. Мин уга яшлай башладым. 7-нче номерга. Башта официаль рәвештә генә инәйнем. Да, мөмкинме? Мадам, кайда һезнең монда водопровод белән туалет эшләйме? Эшләйди. Үзе йылы гына шәленә бөркәнә лә, бүтән бер нимәлә мырмырламай. Күзләре менән генә хоп, хоп, ашай. Авызында алтын теш. Шулай мин уның янына яшлай башладым. Ул миңа өйрәнде шикелле, һорауларга тулырак җавап кайтара башладым. Водопровод һәм уборная яхшы эшләй. Рәхмәт һезгә, Иван Григорьевич. Шулай без уның белән урамга да сыгып йөри башладык. Урамга сыкһаң, култыкларга куша. Мин култыклайым да үзем янында суртан һымак сыбаланам. Үзем беренче башлап һөйләтергә куркам. Бер көндә миңа үзе шулай башлап һүдәйтте. Нишләп әле һез мине, Иван Григорьевич, гел урамдан йөртәһегез, баш әйләнә бит инде. Һез мине берәр кайда, мәсәлән, театрга алып барыгыз ди. Була ул тинем. Һәм нәкъ икенче көнгә безгә эштә ком-ячейка театрга билетлар таратып бирде. Бер билет кәфәле бар. Икенчеһен Васька Слесарь корбан итте инде. Карайым билетларга. Икеһе ике төрле. Минеке өскә ултырга, а Васьканыкы бөтенләй әллә кайда аска. Карап торганлык киттек. Бардык театрга, ултырдык театрга. Ул минең урынга, мин Васьканыкына өскә ултырдым. Ултырам, малай өстә, ултырам. Һәм шайтаным да күрмәйм. Әзрәк басып караһам, аны күрәм. Тик бик насар. Нимә эшләргә белмәй ултырдым да аска төшеп киттем. Карайым, антракт. Ул антрактта йөреп ята. Янына йөгереп бардым да, һаумыгыз дим. Һаумыгыз ди. Бунда водопровод һәйбәт эшләй микән дигән булам. Белмәйем ди. Үзе уйнашсам йөреше менән буфетка кереп китте. Мин буржуйланып тегенең артынан йөгереп кереп киттем. Теге йөрөй малай буфетта һәм подноста тезелеп торган пирожныйларга карай. Мин әйтәм, әгәр мадам берәр пирожный ашагыз килә икән, һез уялмагыз, әйтегез, мин алырмын дигән булам. Үземнең аксаягы самалы. Күп дигәндә 3 пирожный гына әйтәм. Мерси, тине лә подностагы бер кремлы пирожныйды. Хоп! Авызына озатты. Шул кремлы пирожныйды ашап бетерде лә, хоп! Икенчеһен авызына озатты. Мин әйтәм, бәлки звоноктар булгандыр, без һуңламайбыз дигән булам. Юк, без һуңламайбыз. Biz әле бында озакка килдек тине лә, өченчеһенә кулын һузды. Бuna шул вакытта мин нимә эшләргә белмәй башладым.
Әйдәгенә тидерәк дип үземнең аксыларымды эзләйм. Ул юк тинелә, 4нче пирожныйга кулын һулмаһынмы? Бына шул вакытта минем башыма китереп типкәндәй булды. Мин үземнең нисек итеп койрыгына инәңдем! Дип кычкырганымды һизмәй дә калдым. Ул аптырап миңа карап катты. Авызын аскан, авызында теге алтын теше ялтырай. Минем койрык астына сыбыртка тейдемени. Куйыгыз урынна, гражданочка, инәңнең башы атайым. Ул урынна куйды. Мин хужа янына бардым да, был ашалган 3 пирожныйсы һезгә нисә һум кәрәк дип сорадым. Хужа малай үзен индифферент тота. Был ашалган 4 пирожныйсын фәләнсә һум ди. Нисек инде ул 4? Һез нимә арттыраһыгыз, нимә алдашаһыгыз? 4нче пирожный бит һуң подноста ята. 4нче пирожный подноста яталар. Унда бармак эзләре бар ди. Инде бармак эзләре булганда, бернинде дә бармак эзләре юк. Шул вакытта йылып китте халык эксперттар. Берәүләр бармак эзләре бар, берәүләре юк диләр. Мин кесәмдә булган бөтә акчаны сыгарып алдым да, шул вакытта бөтә гайкалар, шуптар, кадактар идәнгә куелып китте. Халык көлә, ә миндә көлке кайгы түгел. Мин үземнең тиңдәремдә ханайм. Инәкәем, әткәем. Юкка гына һүз көрәштергәнмен. Минем аксам 4 пирожныйга җитте лә, бетте лә. Гражданочка, ашагыз, мин түләнем дигән. Теге миңа авызын асып карап тора. Авызында алтын теш. Шул вакыт әллә кайдан бер агай килеп сыкты ла, бер үзем ашап куям тине лә, ашап куйды кабахат. Минең аксама алынган пирожныйды. Кирип киттек театрга. Карандык спектакльде. Кайтып киттек. Йорт янына килеп иткәс, ул миңа әгәр дә һездең аксагыз юк икән, минең һымак дамаларда театрга йөрөтмәйләр тине. Ә мин уга бәхет, гражданочка, акса күләмендә түгел тине. Бuna шулай без уның менән хушлаштык. Яратмайым мин аристократларны. Алтын тешле аристократларны.